Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Что ж, уважаемые наши телезрительницы, а может и телезрители, готовьте крючки, да, потому что сегодня у нас очередной мастер-класс по вязанию от Евгении Константиновой. Сегодня мы покажем, да, Евгения покажет, что мы будем делать. Мы будем делать брелочек клевер. Как подарок, клевера. Как комплимент можно сделать такой очень быстрый и легкий будет у нас мастер-класс. Ну, я не обещаю, что справлюсь на 100%, но я вам помогу, попробую. Так, у нас у нас понадобится пряжа. Лучше начинать с толстой, желательно не махровой, конечно, но чем больше пряжи, тем больше у нас будет клевер. Например, если мы возьмем пряжу потоньше, у нас клевер будет вот такой вот маленький. Такая разница, да? Ну, сейчас обвесы на сумку все еще вроде бы популярны, поэтому так, сейчас через указательный палец, через два, через один палец тоже можно. Вот здесь вот получается у нас такой крестик. Через него держим, вытаскиваем и через петлю вот так вот. У нас получается такое кольцо, называется волшебное кольцо. Вот. Его пока мы не затягиваем, оно волшебное, потому что оно само затягивается вот так вот. Вот. Делаем 3 петли. Я тебе сделаю кольцо это. Это вначале сложновато, но дальше уже... да, мне вот основу главное этот, потом я могу. Получается, сейчас держишь вот здесь и делаешь вот петли через низ, вот так вот. Так, туда, да? От себя, да, получается? Вниз крючок, и тянешь вот так. Так. Держу за что? Ну, вообще за круг. Круг, да? Вот так вот. Держишь. Так? Правильно. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, да? 3. Так, теперь мы делаем столбик с накидом. Для этого мы накидываем сперва. Так? Да. Держим. И потом еще раз накидываем, но через круг. Получается. В круг сперва крючок. Потом вытаскиваем через круг. Так. Потом через первые 2 петли, через еще 2 петли. Так, еще один столбик с накидом. Через 2 петли, еще через 2 петли. Делаем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Соединительный в круг. Соединительный — это просто продеваем вот через петлю. У нас получился первый лепесток. Второй. 2 воздушные петли. 2 столбика с накидом. Накидываем через кольцо, втаскиваем через первые 2 петли и через вторые 2 петли проходим. Столбик с накидом, еще один такой же столбик с накидом. Накидываем на крючок, через кольцо забираем пряжу. И вот через вот эти вот 2 петли продеваем. И еще через 2 петли. Делаем 2 воздушные. Первая воздушная, вторая воздушная петля. И соединяем это в круг. Так, соединительный столбик
делаем через наше волшебное кольцо. Соединяем. Можно вот так вот подтягивать ее, а можно сделать это в конце. Первая воздушная петля, вторая воздушная. 2 столбика с накидом потом. Накидываем, продеваем через кольцо. Втаскиваем, у нас образуется 3 петли. Через первые 2, через вторые 2 проходим. Столбик с накидом, еще один такой же делаем. И 2 воздушные петли. Так. Соединяем, соединяем. У нас 3 лепесточка. Сейчас последний сделаем. Так. 2 воздушные петли. Столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. И 2 воздушные петли. Соединяем в круг. Круг можно сейчас немного подтянуть. У нас получилось 4 лепесточка. Можно сделать 3, можно сделать 5 и сделать цветочек. Но мы сегодня делаем клевер, поэтому теперь мы тянем вот через наше волшебное кольцо. Подтягиваем. И теперь нам нужно сделать, получается, нашу вот эту вот стебель, да? Это воздушные петли у нас будут 3, 4, хоть сколько угодно можно сделать. И просто обрезаем. Вот у нас получился такой вот брелочек. Лепесточки можно подправить. И спрятать нам нужно хвостик. Так. Подаются такие нитковдеватели. Обрезаем наш спрятанный конец. Поправляем. И цепочка для брелочка. Ее можно продеть через вот эту вот часть. Вообще в любую часть можно продеть. И все. Наш брелочек готов. Да, очень красивый. Цвет такой очень приятный, да? Ну, вот такая красота получилась у Евгении. Вот моя красота. Ну, Евгения, перед тем, как попрощаться, хотелось бы узнать, какие у вас планы, может быть, дальнейшие, да? Что планируете, может, как-то развиваться? Вообще я сдаю на продажу, на реализацию 2 пункта. Получается, магазин Home Stories и в Creative Market я как резидент
получается, облачный резидент туда недавно вступила. И там сдаю на продажу, получается, свои изделия. Такие планы пока что. А есть какие-то идеи, может быть, проводить мастер-классы желающим? Как мы уже говорили, очень популярно сегодня, да, направление вязания. Может быть, есть желающие. Я еще ни разу не проводила, поэтому не знаю, справлюсь ли. Ну, пока немножко неуверенности, да, в этом. Что бы вы хотели, может, пожелать нашим телезрителям? Те, кто, может, боится за что-то хвататься, пробовать. Вообще пробуйте. Даже если вы сперва стопорнете, подумаете, что у вас какие-то деревянные руки, это не так. Вы научитесь всему, ваша рука адаптируется, как и знания ваши больше будут. Может быть, сами будете потом делать схемы и также выставляться, получается, на ярмарках. Вообще для подарков очень хорошая тема. Поэтому всем советую, мелкая моторика развивается. Да, ну только плюсы, да, и кругом. Евгения, я вас хочу поблагодарить за интересные мастер-классы. Я думаю, что и наши телезрители смогут повторить, посмотреть повторы наших эфиров. Вам желаю вдохновения, да, и реализации. Пусть вот все планы обязательно ваши творческие осуществлятся. Спасибо. Ну и до новых встреч. С вами, наши дорогие телезрители. Увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.